Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Огни на главной новогодней елке Туркменистана зажгутся 15 декабря. В Туркменистане отмечается День работников нефтегазовой промышленности и геологии и другие новости. Сегодня в Туркменистане отмечается День работников нефтегазовой промышленности и геологии. По случаю этого профессионального праздника президент Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание работникам отрасли. Сердечно поздравляю вас с широко и торжественно отмечаемым в нашей независимой нейтральной стране профессиональным праздником Днем работников нефтегазовой промышленности и геологии. За последние годы в результате вашего неустанного труда в нефтегазовом секторе достигнуты высокие рубежи. Наша страна стала одной из ведущих стран мира по запасам топливного сырья. Реализуя множество международных проектов в этом направлении, Туркменистан нацелен на решение важной задачи по обеспечению углеводородными ресурсами потребностей родного народа, наших будущих поколений, а также народов соседних стран, говорится в послании главы государства. 15 декабря зажгутся огни на главной новогодней елке Туркменистана, установленной на площади культурно-развлекательного центра «Элем». Это традиционное предновогоднее мероприятие ознаменует начало праздничного сезона в стране. После церемонии украшенные новогодние деревья засияют и в других городах всех вилаятов Туркменистана. Впервые свои огни зажжет и главная елка в городе государственного значения Аркадак. В рамках года Анау «Культурная столица тюркского мира-2024» в Туркменистане запланирован целый ряд форумов, фестивалей и конференций с участием деятелей культуры и искусства, ученых, журналистов и представителей туристической отрасли стран тюркского мира. Целью масштабных мероприятий является укрепление международного сотрудничества в сфере культуры и искусства, а также популяризация богатого историко-культурного наследия древнего города Анау. В Москве завершилась международная математическая олимпиада Ruden Math Olymp, в которой приняли участие студенты первых-четвертых курсов из 30 высших учебных заведений 11 стран. В личном зачете туркменские студенты завоевали 6 золотых, 10 серебряных и 4 бронзовые медали. В командном зачете команды Туркменского государственного университета имени Махтум Кули, Международного университета гуманитарных наук и развития и Туркменского государственного энергетического института заняли 3-е место и удостоились бронзовых медалей. Новая автозаправочная станция, рассчитанная на обслуживание 1500 автомобилей в сутки, открылась в Ашхабаде. Она обладает возможностями многофункционального сервисного комплекса, оснащена современным топливораздаточным, компьютерным и технологическим оборудованием, отмечает источник. В Лондоне прошло мероприятие по празднованию 28-й годовщины нейтралитета Туркменистана и культурный вечер, посвященный жизненному и творческому пути поэта-классика Махтум Кули Фраги. В праздновании принимали участие представители отделения гуманитарной ассоциации туркмен мира в Великобритании, туркменские студенты, обучающиеся в здешних вузах, а также граждане Туркменистана, проживающие в Лондоне. В Неаполе прошел фестиваль «Пиццерия ужасов», на котором представили пиццы с необычными начинками. На фестивале можно было попробовать пиццу с мясом рептилий из Гонконга, сверчками и жуками из Юго-Восточной Азии, мясом кенгуру и страусов из Австралии, ананасами и макаронами с сыром из США, треской и вареными яйцами из Португалии. Удивление и неоднозначную реакцию гостей фестиваля вызвали пиццы из Швеции, где в блюдо добавляют индейку с медом, капустный салат, фрикадельки и даже шоколад с консервированными фруктами. Флагманский смартфон Samsung 2024 года Galaxy S24 будет оснащен 5 камерами, 4 основными и 1 фронтальной. Основной модуль будет иметь разрешение 200 мегапикселей и широкоугольный объектив. Он будет дополнен 2 телеобъективами, 50-мегапиксельным для трехкратного оптического зума и 10-мегапиксельным для 5-кратного зума. 4-й модуль будет сверхширокоугольным. Разрешение сенсора фронтальной камеры составит 12 мегапикселей. 2 первых и 2 вторых места заняли мужская и женская сборные Туркменистана по баскетболу 3 на 3 на завершившемся в Стамбуле международном турнире. Соревнования состояли из 2 отборочных и финального туров. В решающей стадии у мужчин боролись 24 команды, а у женщин 8. На сегодняшний день в общем рейтинге FIBA по баскетболу 3 на 3 Туркменистан занимает 33-е место из 150 стран. Туркменская спортсменка Намджан Рустамова стала обладательницей серебряной медали турнира серии Гран-при по тяжелой атлетике в Дохе, который является отборочным к Олимпийским играм в Париже. Этого успеха она добилась в весовой категории до 87 килограммов. В сумме двоеборья Рустамова подняла 231 килограмм.
Ранее представители Туркменистана завоевали 3 медали на турнире. Шахзатбек Матякубов стал обладателем золотой медали, а Бунят Рашидов и Гайгысы Стораев были удостоены бронзовых наград. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.